Алматинская область, Коксусский район, село Балпық-Би. Средняя школа номер 2 имени Медибая Курманова. Мажитаева Айдана Ериковна, учительница русского языка и литературы. Хочу вашему вниманию представить платформу Kahoot. Kahoot – игровая обучающая платформа, используемая в классе, в школах, в других учебных заведениях. Kahoot может использоваться для проверки знаний учащихся или в качестве перерыва в классных занятиях. Сама пользуюсь данной платформой в начале урока для объяснения новой темы и закреплений для того, чтобы понять, насколько ученики усвоили пройденную тему. Для того, чтобы работать на этой платформе, аккаунт там создавать не обязательно. Можно заходить и работать через Google аккаунт. Переходим на сайт kahoot.com, выбираем русский язык, нажимаем на «Зарегистрироваться». Далее выходит вот такое вот окошко, выбираем розовый квадратик, который первый стоит с надписью Teacher. Далее выбираем School, потом Country with Google. Дальше Google предоставляет мой аккаунт, я выбираю, захожу через свой аккаунт и уже я начинаю работу на данной платформе. Теперь вот здесь вот я показываю демонстративно, как можно использовать Kahoot в начале урока. Например, у меня тема имя существительные, и Kahoot мне сейчас находит готовые презентации, видеоролики, видеоуроки, схемы, вот, для того, чтобы я могла объяснить ученикам новую нашу тему. Далее. Kahoot, он состоит из 3 частей. Quiz, Jumble и Survey. Quiz, я часто пользуюсь quiz. Здесь формат теста. На заданный вопрос дается определенных 4 варианта ответа. То есть ученик выбирает один правильный ответ. Jumble. Здесь можно также на один вопрос 4 варианта ответа или просто методом сопоставления ученик может отвечать. 2 варианта предоставления ответа. Survey. Тут на заданный вопрос есть конкретные ответы да или нет. Ученик отвечает либо да, либо нет, либо верно или неверно. Так, здесь я показываю, как создаю Kahoot. Kahoot создаю, получается, запускаю Kahoot и отправляю ученикам к концу урока, для того, чтобы понять, насколько они усвоили тему. У нас в 7 классе была тема Волоколамское шоссе, и я задаю вопрос, кто главный герой произведения Волоколамское шоссе. Первый вариант Бауыржан Момышұлы, так как он правильный, я отмечаю галочкой, а остальные ответы, они неправильные, соответственно. И вот так вот создается сам Kahoot, потом отправляется детям. Такие варианты, как Бауыржан Момышұлы, не знаю я и генерал. Таких 4 ответа. Правильный ответ Бауыржан Момышұлы, и дети должны ответить, что это Бауыржан Момышұлы. Так, здесь запуск. Я показываю запуск от имени учителя и ответ ученика. Здесь экран учителя и экран ученика. Для того, чтобы ученик мог зайти и ответить, он просто переходит на сайт www.kahoot.it, и я продиктую пин 143 852. В этом случае они заходят и отвечают. Здесь на экране учителя будет показано, кто самый первый ответил, сколько учеников зашло, а здесь насколько правильно ответил, на какие вопросы ответил правильно, на какие нет. Здесь учитывается и скорость ученика, и правильные ответы. То есть здесь еще один плюс данной платформы – обратная связь, моментальная обратная связь от ученика и от учителя.
Спасибо за ваше внимание.